немного потерто получается. Серый, но потертый. Лидия Баркинхоева поставила перед старшеклассниками непростую задачу – раскрасить статуэтку в виде Ингушской башни. Не каждый сможет с первого раза правильно подобрать цвета так, чтобы они смотрелись гармонично, но с учителем справляются быстро, и даже проблема со слухом для них не стала помехой. На работы Лидии обратила внимание директор Музея изобразительных искусств. Мастер прикладного искусства занимается этим почти 2 года. Училась сама. Где-то внутри у ингушского народа есть любовь к своим истокам, к своей истории. Поэтому это я поняла, когда начала этим заниматься. До этого мне казалось, что это все как-то забыто, и просто люди ездят в горы отдыхать. Ну, кажется, это внутри нас. Задание мастера Хава Хамхоева объясняет школьникам на языке жестов. Работает в коррекционной школе уже 14 лет. Поначалу ей было тяжело найти подход к детям с ограниченными возможностями, но сейчас такой проблемы нет. Она тесно общается со своими учениками и гордится их результатами. Руководство школы всегда открыто для приглашений. В мастер-классе приняли участие школьники, которые проявляют интерес к рисованию. Хадия Аздоева полностью погружена в процесс и заканчивает свою миниатюру быстрее всех. Хорошо говорить на ингушском языке, учится хорошо, способная девочка. Вот сейчас вы увидели, как она работает, у нее хорошо получается. Также многие из этих детей очень красиво и рисуют, и танцуют. Ранее музей уже проводил такой мастер-класс для школьников в рамках федеральной программы «Пушкинская карта». Руководством было принято решение начать серию благотворительных мероприятий для особенных детей. Это сделает их жизнь насыщеннее и разбавит привычную реальность. Мы часто приглашаем детей не только на мастер-классы, но и они у нас бывают участниками различных конкурсов, разных выставок. И хотелось бы отметить, что дети берут даже призовые места. Участники мастер-класса «Ингушская башня» – ученики Сунжинской коррекционной школы. В рамках акции дети поближе познакомились с культурным наследием своего народа и создали статуэтки знаменитой боевой башни. После завершения мероприятия каждый участник унес с собой сделанную своими руками поделку. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.